Люди ищут любов, как воздух, но они игнорируют тот факт, что их способность получать и часто затруднена внутренними истинами, которым они не осмеливаются противостоять. Именно в этом пограничном пространстве, между желанием и слепотой, находится скрытый ключ ко всем подлинным преобразованиям. Понимание любви требует необычайной смелости. Отказаться от утешительных теорий и взглянуть в лицо глубинным корням собственных ран, ведь все, что привлекает или ранит вас в других, отражает часть вас самих, требующую признания. Каждая знакомая встреча, будь то глубокая увлеченность или, казалось бы, беспричинное раздражение на самом деле, это внутренний зов, врата, через которые ваше подсознание пытается заговорить с вами, раскрывая то, кто вы еще не интегрировали. Случайные не люди, а эмоции, которые они вызывают, ведь они раскрывают те черты, которые вы скрывали или не позволяли себе проявлять. И когда кто-то оказывает на вас сильное воздействие, будь то к лучшему или к худшему, это происходит потому, что он воплощает ту часть вашей психики, которую вам не хватало. Люди, вызывающие у вас дискомфорт, не препятствия, а невольные учителя, и их присутствие ясно указывает на раны, ожидающие исцеления, чтобы вы могли перестать искать любовь там, где ее нет. Принятие этого закона зеркала означает принятие ответственности за собственную эмоциональную динамику, понимание того, кто другой человек действует как катализатор, а не как причина испытываемого вами напряжения. Только это осознание освобождает вас от реактивных реакций, позволяя вам взаимодействовать с большей ясностью и состраданием. Когда вы осознаете, что реакции других не определяют вашу ценность, а отражают их внутренний мир, ваша чувствительность перестает быть уязвимостью, а становится инструментом прозрения. Поэтому истинная трансформация заключается не в осуждении своих чувств, а в наблюдении за ними, подобно исследователю, с любопытством и строгостью изучающему собственную эмоциональную вселенную, не поддаваясь самоцензуре. Поступая так, вы обнаружите, что многие из тех, кто причинял вам боль, были не врагами, а символами, а те, кого вы идеализировали, были проекциями качеств, которые вы пока не могли распознать в себе. Когда вы учитесь отличать то, что исходит из прошлого, от того, что действительно принадлежит настоящему, целые созвездия влечения и отторжения растворяются, позволяя возникнуть более подлинным отношениям, больше не основанным на нерешенных недостатках. Возникающие связи не стремятся заполнить внутреннюю пустоту, а становятся встречами цельных существ, способных делиться изобилием, а не зависимостью. Тен не хранилище недостатков, а архив подавленных качеств, которые, не будучи интегрированными, создают постоянное напряжение, подрывающее самые важные отношения. И признание этого – первый акт любви к себе, ведь никакие отношения не могут дать вам то, что вы продолжаете отвергать в себе. Даже те черты, которые вы считаете негативными, обладают скрытой ценностью, в высокой мере часто скрывают непризнанную силу, застенчивость, утонченную чувствительность, а каждая крайность скрывает еще нераскрытый талант. Многие романтические влечения проистекают из желания воплотить в себе то, чего вы всегда боялись. Если вас тянет к доминирующим личностям, возможно, во вас есть скрытая сила, а если вы ищете крупких людей, возможно, вы проецируете собственную потребность в заботе. Дисфункциональные отношения рождаются не случайно, а из старых ран, которые требуют внимания через повторение эмоциональных паттернов, достигающих почти математической точности. Повторяющиеся в ваших отношениях закономерности – это не наказание, а внутренние карты, показывающие, где ваша психика заперта в давних страхах и нерешенных потребностях. Пока вы их не расшифруете, вы будете продолжать проигрывать одну и ту же историю с другими героями. Ваши самые сокровенные убеждения, особенно сформированные в детстве, действуют как тайные коды, которые влияют на то, что вы считаете безопасным, желанным или знакомым,
Часто подталкиваја вас к отношениям которые в точности отражајут то, чего ви питетес избежат. Когда љубов воспринимет ја как некто нестабилно или условно е, возросли разум бесознателно стремит ја к тојче нестабилности, путаја еј сподлиностју, преврашчаја страдање в емоционалную привичку, кажушчујуша неизбежној. Даже навјазчивији поиска одобренија проистекаат из внутренни модели, которая свјазивет личную ценност со способностью угождат, преврашчаја љубие отношенија в арену постојаного страха бит недостаточној. Што би поњат ети механизми? Необходимо созерцат своју емоционалную исторiju, словно филм, разворачивајушќи се пред вашими глазами, отстранјено наблюдаја за општими нитјами, обединјајушќими, казалось би, разнеперечивања. Повторенија становјација ценними откровенијами, повторјајушќи се чувство отврчености указиваат на давнију рану, которая требует внимања, а вајбор емоционално отстранјонник партнеров сигнализирует о давнем страхе близости, который зашчищаат вас од рисканово и боли. Со временем ви поимјоте, што кажеция судбој, часто оказивајќа емоционалним воспоминањем. Питајушќим се разрешит се посредством повторенија, и што ето изменење становица возможнем толку тогда, когда ви осознајоте својо активно участие в цикле, который вас затјагивет. Реч идет не о принјатии ответственности, а о возвращени своји сили, потому што, пока ви воспринимајте себе как жртву других, ви не сможете изменит сюжет, который продолжате разигриват. Трансформацијата ге требует уменија прислушивања к своему телу, посколку оно јавлjaće верним архивом ваших емоционалних переживањи и точно фиксирует кажди нюанс, который разум питајќа игнорироват. Существујут особи ощущенија, предшествујушќи повторенију старих моделей. Внезапная ејфорија, ложно ощущение привичности, глубинно напряжение, которое возвещет о вакождени во привичную динамику и которое, если распознат, можно прерват, прежде чем оно перерастет во страдание. Установление чётких границ становится актом љуби к себе, поскольку оно определяет пространство, в котором вы можете расти, не втягиваясь в отношения, подпитивающие ваши старые страхи, и эти границы, не отталкивая других, естественным образом отбирают тех, кто способен искренне с вами встретиться. То, что вы изначально воспринимаете как жесткость, на самом деле оказывается формой внутренней защиты, способной предотвратить проникновение динамики, которая, несмотря на кажущуюся интенсивность, является всего лишь повторением прошлого. По этой причине, прежде чем двигаться вперед, я призываю вас поддержать это путешествие чистой рекламой. Не из пустого энтузиазма, а из глубокого осознания того, что то, что вы соберетесь открыть, действительно может изменить то, как вы воспринимаете себя и других. Каждый осознанный вайбор меняет нейронные связи, поддерживающие ваши эмоциональные автоматизмы, поскольку разум гибок и точно реагирует на новый опыт, который вы решили развивать. Это означает, что даже если вы возвращаетесь к привычной динамике, сам факт ясного осознания этого уже является трещиной в старой модели, ранним признаком того, что цикл терет силу и зарождается новый способ любви. Цель – не идеализация отношений, а подлинное присутствие, позволяющее вам отвечать, а не реагировать, превращая каждую встречу в возможность для развития, а не в отражение ваших ран. Когда вас больше не контролируют бессознательные страхи, отношения становятся пространством, где вы можете созидать, а не выживать, и любовь перестает быть потребностью, требующей подпитки, и становится творческим и свободным актом. Осознание того, что любовь – это не то, чего нужно достичь, а то, что нужно воплотить, радикально меняет ваше существование в мире, потому что вы больше не ищете внешнего подтверждения, чтобы чувствовать себя достойным, а осознаете внутри себя источник, из которого все проистекает. Именно тогда отсутствие любви перестает быть раной, поскольку вы обнаруживаете, что никто не способен восполнить то, что по-настоящему преобразит может только ваше полное и безусловное принятие. Любить себя – это не значит потакать нарциссизму.
а значит признат своју человекност свјашченој, принят каждое несовершенство как неотемлемую част своје внутренней истини. И именно ето принятие восстанавливает новую силу, способную озарить даже те области, которых ви годами боялись. Когда ви относитесь к себе стоиче добротой, что и к тем, кого любите, ваше сердце перестает быть крепостью и становится плодородным местом, где радост может расцвести вновь. Сложные эмоции не следует отвергать, а нужно прислушиваться к ним, ведь это древний язык, которым ваше внутреннее пытается показать вам, кто нуждается в исцелении. И принятие этих эмоций превращает уязвимость в зрелость. Каждый раз, когда вы позволяете себе чувствовать без осуждения, вы совершаете акт освобождения, разрушая представление о том, что для того, чтобы вас любили, нужно быть безупречным или неуязвимым. В тот момент, когда вы перестаете судить свои чувства и начинаете осознавать их как неотемлемую часть своего внутреннего мира, ваши отношения с собой радикально меняются, и конфликт, годами заставлявший вас гоняться за внешней любовью, исчезает. Это целостное принятие делает ваше присутствие более устойчивым, потому что вы больше не реагируете, исходя из страхов, которые вас посещают, а действуете, исходя из осознанности, способной пролить свет даже на темные области. Отношения преображаются, когда вы перестаете искать кого-то, кто заполнит вашу пустоту, потому что вы начинаете встречаться с другим человеком с позиции полноты, а не нехватки, и это меняет само качество связи. Любовь тогда становится процессом взаимного признания, в котором два человека поддерживают друг друга в своем развитии, не душат друг друга инфантильными ожиданиями или неразрешенными проекциями. Эмоциональная зрелость требует готовности рассматривать конфликт не как угрозу, а как возможность, поскольку каждое разногласие обнажает внутренний узел, который необходимо развязать, чтобы отношения могли развиваться. Теперь важно не устанавливать, кто прав, а понимать, что чрезмерная реакция раскрывает тени страхи, превращая напряжение в инструмент взаимопонимания. Даже самое сильное влечение обладает функцией откровения, поскольку нас часто притягивают люди, воплощающие в себе качества, которыми подавляли, и это очарование становится компасом, указывающим на то, кем мы еще можем стать. Когда вы глубоко восхищаетесь чьей-то свободой, креативностью или целеустремленностью, вероятно, часто вас просит выйти из невидимости, на которую вы его обрекли. Романтические разочарования, какими бы болезненными они ни были, это возвышение уроки, которые раскрывают то, что вы все еще пытаетесь скрыть от себя, и каждое расставание становится обрядом посвящения, обостряющим ваше сознание. Каждый раз, когда вы можете размышлять о конце отношений, не превращая это в чувство вины или обиды, вы совершаете акт внутреннего величия, расширяющий вашу способность любить без страха. Зрелая любовь не ищет совершенства во другом, потому что понимает, что истинная химия рождается из способности развиваться вместе, поддерживая друг друга в их крепкости и ценя прогресс друг друга. Такой союз основан на иллюзиях, а на глубоко осознанном намерении, которое превращает любую трудность в путь к большей искренности. Глубокие перемены происходят, когда вы отказываетесь от идеи быть жертвой своих эмоциональных шаблонов и осознаете, что каждый выбор, даже самый бессознательный, отражает внутренний импульс, который можно понять и преобразовать. Взяв на себя ответственность за это, вы перестаете механически повторять одну и ту же динамику и начинаете осознанно управлять своими отношениями с другими. Когда вы понимаете, что не вас неподходящих, а бессознательно выбираете то, что знакомо, пусть даже и болезненно, вы обретаете свободу строить более здоровые связи, менее привязание к детским травмам, которые все еще влияют на ваше восприятие любви. Новые отношения становятся возможными только тогда, когда вы перестаете путать интенсивность с глубиной, а привычность с надежностью. Если вы постоянно оказываетесь в одной и той же, казалось бы, неизбежной динамике, это потому, что ваше бессознательное пытается заново переработать рану, которая еще не зажила, используя повторение как инструмент исцеления. Люди,
которые вас сильно привлекают или вызывают тревогу, не случайни. Они символически воплощают ту часть вашей психики, которая требует окончательного признания. Во многих токсичных отношениях один и тот се сценарий повторяется с почти ритуальной точностью. Разум склонен воссоздавать то, что ему известно, даже если это знание было источником страданий. И чтобы разорвать этот круг, требуется осознанность и готовность выбрать нечто совершенно новое. Тогда боль становится учителем, а не врагом, и ее проявления открывают, где находится эмоциональная память, исчущая исцеление. Ограничивающие убеждения, часто формирующиеся в раннем детстве, лежат в основе поведения, которое вы повторяете, не понимая его причин, словно тонкие нити, которые молчаливо, но мощно направляют ваш выбор, когда вы начнете осознавать эти убеждения, например, чувство недостойности лояльности, стабильности или присутствия. Вы, наконец, можете разрушить их новыми, осознанными действиями, противоречащими старому нарративу. Нейробиология также подтверждает, что каждый повторный опыт укрепляет определенные нейронные цепи, и что трансформация возможна только благодаря новым жестам, создающим альтернативные связи, постепенно ослабляя силу старых автоматизмов. Каждый осознанный выбор, даже самый незначительный, прокладывает мост к более свободному и взрослому способу переживания любви. Эмоциональные триггеры – это драгоценные окна, открывающие тохное местоположение ваших ран, и признание их без осуждения – акт глубокой внутренней ясности. Они не враги, а сигналы, инструменты, с помощью которых тело пытается направить вас к исцелению. Наблюдать за страхом быть покинутым, неадекватной реакцией на комментарий или внезапной потребностью угодить, не значит поддаваться слабости, а скорее начать процесс интеграции, который восстанавливает вашу силу. Принятие ответственности за свои внутренние реакции не означает обвинение себя, а скорее осознание того, что только вы можете осуществить трансформацию, которая прервет болезненное повторение одних и тех же моделей отношений. Пока вы вините других в своем дискомфорте, вы будете оставаться в ловушке самовоспроизводящегося эмоционального цикла. В то время как осознанность вернет вашему сердцу силу выбрать новое направление. Связь со своим телом крайне важна для переосмысления глубинных динамик, поскольку каждая невыраженная эмоция находит убежище в тонких напряжениях, которые пронизывают вас, и направляет вас к отношениям, отражающим ваше прошлое, а не ваши желания. Научившись распознавать напряжение, предшествующие дисфункциональной привязанности, или эйфорию, предшествующую токсичной динамике, вы сможете прервать их, прежде чем они превратятся в страдания. Установление здоровых границ становится жестом внутреннего достоинства, поскольку оно определяет священную территорию, где ваша личность может процветать, не будучи поглощенной требованиями других или манипулятивной динамикой. Эти границы не стены, а тонкие фильтры, защищающие вашу энергию и позволяющие только подлинным отношениям найти место в вашей жизни. Преображение – это не мигновенное событие, а процесс, требующий упорства и смелости, поскольку каждый осознанный шаг к новому способу любви отрывает фрагмент прошлого, который вас сдерживал. Будут моменты, когда старые привычки вернутся, чтобы узалить вас, но признание их существования, не позволяя им взять верх над вами, это уже акт свободы, который закрепляет ваш новый курс. Каждый новый выбор усиливает нейропластичность мозга, создавая эмоциональные пути, которые заменяют старые автоматизмы более зрелыми и осознанными реакциями, делая изменения не только возможными, но и устойчивыми с течением времени. Разум перестраивается вокруг вашего нового осознания, и то, что когда-то казалось непреодолимым или неоспоримым, теряет свою силу, освобождая место для более ясного способа переживания любви. Истинная цель отношений не в устранении всех недостатков, а во восстановлении подлинного присутствия, которое позволяет вам видеть другого человека, не исключая его через призму собственных ран, освобождаясь от необходимости контролировать или угождать. Когда вы перестаете действовать под влиянием бессознательных страхов,
Ваша способност љубит становица свободним жестом, способним создават более глубоки свјаци, мене обусловление потребностью. Вие тот момент љубов перестајот бит внешним стремлением и становица внутренним состојанием, которое сопровождет вас, качеством вашего присутствия, которое больше не зависит от окружающих, а од вашего ежедневного вибора оставаться верним себе. Возникајущи во резултате чувство удовлетворености растворијат страх бит покинутим, потому што ви больше не ишчете того, кто дополнит вас, а ишчете того, с кем сможете разделит полноту, которой ви уче обладаете. Понимание того, кто подлинная љубов исходит изнутри, освобождает, поскольку развеивает иллюзию о том, кто лишние ценности должны быть подтверждены другим человеком, восстанавливая эмоциональный суверенитет, который вы неосознанно делегировали. Когда вы начинаете считать себя главным хранителем своего сердца, весь ваш эмоциональный мир обретает новую форму, более стабильную и менее подверженную капризам внешнего мира. Такая любовь к себе не нарциссична, потому что она не исключает других, а, напротив, приветствует их с большей искренностью, освобождаясь от требований и проекций, которые когда-то омрачали ваши отношения. Нарциссизм возникает из пустоты, которая постоянно требует одобрения, в то время как подлинная любовь к себе возникает из полноты, которая не требует подтверждения для своего существования. Практика сострадания к себе – это преобразующее упражнение, поскольку оно позволяет вам принимать сложные эмоции, не подавляя их и не осуждая как проявление слабости, а признавая их неотъемлемой частью вашей человечности. Каждый раз, когда вы подходите к своим ранам с добротой, а не с грубостью, вы рассеиваете страх быть недостаточным и открываете дверь для более зрелой формы любви. Ежедневная практика внутреннего принятия укрепляет ваше эмоциональное присутствие, потому что вы больше не бежите от своих слабостей, а смотрите на них новыми глазами, превращая их в пути к более глубокому осознанию. Этот процесс не избавляет от боли, но делает ее понятным языком, способным раскрыть то, чего вы избегали годами. Самая удивительная истина заключается в том, что любовь не нужно искать, потому что она уже является той неотъемлемой субстанцией, из которой вы состоите, подобно рыбе, которая, сама того не осознавая, непрерывно плавает в океане, отчаянно стремясь к ней. Ваша задача – не гоняться за любовью, как за внешней наградой, а осознать ее как состояние, которое исходит от вас, когда вы перестаете сопротивляться своей природе. Тогда любые отношения становятся отражением качества вашего отношения к себе. Если вы принимаете себя с добротой, вы притягиваете тех, кто резонирует с вашим светом. А если вы осуждаете себя строго, вы притягиваете тех, кто усиливает ваши страхи. Ваш опыт никогда не случайен, и его цель – направить вас к более целостной и осознанной версии себя. Когда вы достигнете этой интеграции, любовь больше не будет восприниматься как нечто, чего нужно достичь, а как нечто, что нужно создать. Потому что именно ваше преображенное присутствие будет создавать подлинные и прочные связи. В этой зрелости вы обнаружите, что никто не сможет любить вас так же сильно, как вы сами, поскольку ваша внутренняя любовь – единственная, которую невозможно отнять или отвергнуть. Когда вы осознаете, что подлинная любовь – это не награда, заработанная совершенством, а состояние, возникающее из интеграции вашего света и тени, тогда она перестает быть загадкой и становится естественным движением души. Ваша целостность больше не зависит от внешнего осуждения, потому что вы обнаруживаете, что ваша сущность остается нетронутой, даже когда вы совершите ошибки, падаете или возвращаетесь к старым путям. В этот момент любые отношения перестают быть испытанием, которое нужно преодолеть, и становятся местом, где вы можете исследовать себя, не боясь продемонстрировать свою эмоциональную честность, потому что вы знаете, что ваша ценность больше не под вопросом. С этого момента люди, которых вы встретите, будут выбираться не вашей раной, а вашей набирающей силу зрелостью, и это радикально изменит качество ваших отношений. Любовь – это не цель, к
которой нужно стремиться, а путь осознания, который обновляется с каждым жестом, каждым словом и каждой признанной уязвимостью. Во этом путешествии вы откроете самую истинную версию себя. Каждый раз, когда вы позволяете себе чувствовать, не убегая, думать без страха и любить, не сдерживая себя, вы укрепляете свою внутреннюю свободу и способность строить отношения, основанные на правде. По-настоящему любить вас позволяет не ваше совершенство, а ваша готовность познать то, что живет в вашем сердце. Потому, что любовь всегда рождается из встречи истин, а не видимости. И именно эта искренность позволит вам привлекать людей, которые откликаются на вашу глубину, а не на ваши страхи, создавая связи, которые питают, а не поглощают. Когда вы перестаете отчаянно искать любовь во внешнем мире, вы осознаете, что всегда были погружены в нее, словно в безмолвный океан, и что ваши страдания проистекали не из ее отсутствия, а из вашей неспособности ее распознать. Тогда любовь становится естественным дыханием вашего присутствия, а любые отношения светящимся отголоском вашего внутреннего состояния. Это величайший парадокс. Любовь по-настоящему приходит только тогда, когда вы перестаете занегняться и начинаете воплощать ее в жизнь, потому что тогда вы больше не просите никого дать вам то, что наконец научились давать сами. Никто не сможет любить вас так сильно, как вы сами, и только глубоко поняв эту истину, вы сможете построить связь, основанную не на недостатке, а на взаимном удовлетворении. Самая радикальная трансформация, которую вы можете совершить, это стать источником своей собственной любви, потому что в этот момент вся ваша жизнь перестраивается. А то, что когда-то казалось хаотичным, обретет тайный и гармоничный порядок. Каждое отношение, каждая потеря, каждая встреча становится частью более масштабного замысла, ведущего вас к вашей высшей подлинности. Если это внутреннее путешествие пробудило в вас новое понимание, развивайте его каждый день с преданностью, углубляйте его с осознанностью и позвольте ему стать живой частью вашего повседневного опыта, чтобы ваш способ любви к себе и другим продолжал развиваться с изяществом и ясностью. Спасибо, что прошли со мной этот глубокий путь, за ваше внимание, ваше присутствие и вашу открытость. Пусть вы осознаете достоинство своей ценности в каждом жесте, и пусть любовь, которую вы откроете внутри себя, станет светом, озаряющим все ваши будущие отношения. Скоро увидимся с обновленным сознанием и более цельным и сияющим сердцем.